Между тем, чуваши, проживающие в Удмуртии, отметили свой национальный праздник Акатуй. Гуляния прошли в деревне Благодатная Граховского района. На сегодняшний день это практически единственная уцелевшая чувашская деревня. Но, несмотря на это, местные жители сумели сохранить свои традиции и обычаи. С праздника Акатуй, что в переводе с чувашского означает «свадьба плуга и земли», рассказывает Людмила Спиридонова. К празднику местные жители начали готовиться за неделю. Шутка ли, в их деревню приедут гости с самих Чебоксар, столицы Чувашии. Женщины напекли пироги. Национальное кушанье хуплу. Пирог с мясом, картошкой и луком. На Акатуй тоже. Когда бы свадьба, когда большая пирожка, все это, такие пирожки сняли. Мужчины также не остались в стороне. Леонид Васильевич к встрече гостей приготовил чувашский музыкальный инструмент шахлич – свирель. Дедушка мне научил, когда я коров пас, под пастухом был. 9-летнего возраста я пастух, вот он меня научил. Как-то это я приготавливаю осенью, когда высохнет все. Но она в зеленом виде воняет нехорошо. Ой, рада, пейте садур. Гостям поведали историю возникновения деревни. Первые жители появились здесь во времена Столыпинской реформы. Казанская губерния продавала местные земли. Купили их 11 чувашских семей. Выкорчевали леса, обосновались. Земля была плодородная, поэтому и деревню назвали Благодатная. 48% проживают только на исторической родине. Остальные 52% по всей сопредельных республиках, краях и областей. Начиная от Эстонии до Камчатки, до Чукотки. Почти практически во всех регионах России. Для нас Благодатная непростая деревня, говорят удмуртские чуваши. Это кусок нашей родины. И хотя уже около 100 лет они живут на удмуртской земле, но свои традиции не потеряли. Сохранилась и национальная одежда. Цвета на узоре означают, что чуваши народ трудолюбивый. Уважают землю, солнце, а это женский головной убор. Монеты защищали женщину от сглаза, нечистой силы, но есть и другая функция. При танце они очень звенели, как бы создавали музыку. Вот, видите, вот слышно, что вот музыка идет. Вот, когда при танце они создавали как бы ритм музыки. Напоследок всех гостей угостили национальным супом. Обязательные компоненты – баранина, крупа, морковь, лук и укроп. Суп непростой, традиционно для Акатуя, праздника, посвященного окончанию весенне-полевых работ. А нынешний Акатуй для жителей деревни Благодатная особенный, потому что местный колхоз после разрухи и банкротства сейчас уверенно встает на ноги. Людмила Спиридонова, Иван Блинов, Вести Удмуртия.